В Абхазии установлена нулевая ставка НДС на услуги, оказываемые оператором аэропорта при международных воздушных перевозках иностранным авиакомпаниям. На первом заседании осенней сессии парламента депутаты внесли изменения в закон о налоге на добавленную стоимость. Поправки приняты в окончательном чтении. При рассмотрении данного законопроекта в мае месяце, когда комитет поддержал данную инициативу, было оговорено условие, что после того, как будет реализована эта норма, аэропорт заработает, что правительство разработает и представит все те услуги, которые были включены в перечень правительства, что они будут оформлены в виде законопроекта, чтобы исчерпывающий перечень устанавливал именно парламент. И в целях реализации данной рекомендации комитета те услуги, которые оказываются в аэропорту, и в соответствии с перечнем, утвержденным правительством, были включены в законопроект и представлены на ваше рассмотрение. По мнению депутатов, нулевая ставка НДС положительно скажется на стоимости авиабилетов и позволит уменьшить тарифы на услуги воздушной гавани. Парламентарии отметили, что законопроект может быть отменен в любой момент по инициативе народных избранников. Понятно, что этот аэропорт, возможно, сегодня не рентабельный, ну а завтра он может быть рентабельным. Почему мы себе это ставим неограниченные, в рамки какие-то не ставим? 2-3 года может быть. Если необходимость будет, потом пересмотрим. Если реально необходимость в том, что не пошло она на рельсы рентабельности. Нашей с вами задачей, на мой взгляд, чтобы мы все друг другу помогли и сделали так, чтобы этот аэропорт встал на ноги и начал нормально функционировать. Нам это очень важно, как жителям нашей страны. Большая просьба поддержать. К тому, что говорит Кан Валерьевич, любому депутату, дай бог, чтобы работа нашего аэропорта вышла на такой уровень рентабельности, когда депутаты будущих созывов будут думать о том, чтобы не стоит ли отменить введенные эти льготы. Но сегодня это очень важно. В любой момент можно любому депутату, обладающему законодательной инициативой, выйти с такой инициативой. Парламент во втором окончательном чтении внес изменения в закон о персональных пенсиях в Республике Абхазия. Изменения предусматривают установление размера персональной пенсии в 13 тысяч рублей в месяц. Сейчас она составляет 12 тысяч рублей. Принятие данного проекта закона затронет 106 человек. Далее депутаты закрытым голосованием назначили на должность первого заместителя генпрокурора Дамира Квицыне. Его кандидатура была представлена генеральным прокурором Адгуром Агарба. С учетом его опыта работы в органах прокуратуры, многолетнего опыта, я думаю, что он нам всем будет полезен и обязательно оправдает то доверие, которое сегодня на него возложено. Большое спасибо всем депутатам, присутствующим и поддержавшим кандидатуру Дамира Квицыне. Спасибо. Также парламент принял закон о повышении размера пенсии отдельным категориям пенсионеров. Предусмотрено увеличение на 2000 рублей ежемесячных пенсионных выплат пенсионерам, имеющим звание Герой Абхазии, награжденным орденом Леона и медалью за отвагу. Проектом закона также предусмотрено увеличение на 1000 рублей размеров ежемесячных пенсионных выплат инвалидам ОВНА 1, 2, 3 групп, семьям погибших в Отечественной войне народа Абхазии, семьям умерших инвалидов и семьям добровольцев, погибших при защите Республики Абхазия в период с октября 1993 года по декабрь 1994. Депутаты парламента во втором окончательном чтении внесли изменения в законопроект, касающийся ответственности за нарушение правил торговли алкогольной и табачной продукцией. Теперь штрафы составляют от 30 до 80 минимальных размеров оплаты труда. Далее депутаты приняли в первом и втором чтениях законопроект о конфискации и уничтожении аппаратов для майнинга. На сегодняшний день конфисковано более 4000 аппаратов, которые хранятся на складе Госкомитета по стандартам. После той нормы, которую вы приняли в 2024 году, и когда вступила в силу санкция о конфискации, с этого времени конфисковано по решениям суда более 2000 аппаратов.
Парламент внес изменения в Кодекс об административных правонарушениях, который предусматривает применение штрафных санкций в отношении водителей транспортных средств при превышении скорости движения. Действующая норма от 10 до 30 км в час предлагается в данном законопроекте от 20 до 40 км в час. То есть участнику движения предоставляется возможность, может автомобиль не очень исправлен, да, дается дополнительные 10 км в час, в рамках которого он может превысить данную скорость. Следующий вопрос касался туристической индустрии и санитарных норм на местах общественного питания. Раньше закрыть заведение за нарушение санитарных условий могли на 90 дней. Согласно решению депутатов, теперь этот срок составляет 30 дней. Мне кажется, что 30 суток вполне достаточно для исправления большинства проблем, которые есть в тех или иных объектах. Если они не исправят их, если они не исправят эти проблемы, их всегда можно приостановить еще раз. Народные избранники включили часть имущественного комплекса туристической гостиницы «Амткел» в городе Сухум по улице Кабардинская в перечень объектов, подлежащих приватизации и утверждению условий приватизации. Гугу Савардания, Камила Джопуа, Абхазское телевидение.